нас сегодня в гостях начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник милиции Исраилов Азамат Бакирович. Азамат Бакирович нам рассказывает о некоторых поправках Кодекса о правонарушениях, то есть о новых правил дорожного движения, точнее. И можно начать сначала. Расскажите, пожалуйста, вкратце, о каких правилах идет речь и какие ужесточения у нас идут. Еще раз здравствуйте. Я, наверное, повторюсь, что данный законопроект был разработан в целях реализации указа президента Кыргызской республики Садыр Нуркожоевича Жапарова о неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках которого нам было поручено разработать нормативно-правовые акты в целях укрепления дорожно-транспортной дисциплины водителей для снижения аварийности на дорогах Кыргызской республики. Данный законопроект прошел общественное обсуждение, все три чтения, был подписан президентом Кыргызской республики. Буквально вчерашнего дня, с 8 марта, данные изменения, некоторые законодательные акты, в том числе Кодекс Кыргызской республики о правонарушениях, они уже вступили в свою законную силу и на сегодняшний момент действуют в Кыргызской республике. Среди новшеств данного закона это является то, что нами были введены такие новые нормы, как лишение права управления, также направление на проверку знаний правил дорожного движения, то есть пересдача правил дорожного движения, а также по некоторым статьям увеличены штрафные санкции. Почему именно по некоторым статьям увеличены? Я до этого вам объяснял, что вот именно порядка 91%, выше 91% дорожно-транспортных происшествий совершается по вине водителей транспортных средств. В связи с чем мы должны укреплять именно это направление, именно водительскую дисциплину. И в этой связи там ряд нарушений правил дорожного движения, которые являются основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. Именно по этим нарушениям были и увеличены штрафы для того, чтобы укрепить дорожно-транспортную дисциплину водительского состава. По остальным нарушениям штрафы остались прежние. Более того, вы знаете, законом, то есть кодексом предусматривалось, если правонарушитель оплачивает штраф в течение 15 дней, значит, с момента получения постановления о привлечении его к ответственности, он оплачивал со 70% скидкой, то есть только 30%. Этот срок увеличен на 1 месяц. То есть водитель может в течение месяца оплатить штраф со скидкой в 70%. И там были отдельные такие оценки, разговоры, что это делается для поправки, для пополнения бюджета. Никоим образом, потому что штрафы за нарушение правил дорожного движения, как сказал наш уважаемый президент, это капля в море. Если бы мы хотели так увеличить поступление бюджета за управление в нетрезвом состоянии, мы бы не вводили лишение права управления, а просто бы увеличили штраф до 50, до 100 тысяч сомов. И смотрите, ежегодно по итогам 2022 года нашими сотрудниками было задержано 13 734 водителя в нетрезвом состоянии. Это, если на 100 тысяч умножить, это огромная сумма. Но, опять же, все это делается в целях укрепления дорожно-транспортной дисциплины. Что касается увеличения штрафных санкций, то она коснулась буквально 5-6 статей. Это первое — управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления, либо передача права управления лицу, не имеющему права управления. Вот здесь многие наши читатели, наши граждане, автолюбители путают, что если, например, водитель
дома забыл водительское удостоверение, документы, сразу 15 тысяч, никоим образом. Здесь идет речь только о тех случаях, когда управляется транспортным средством лицами, не имеющими права управления. А не имеющим права управления, это относятся лица, которые никогда не получали право управления, либо которые лишены прав управления, либо у которых не соответствует категория транспортного средства категории прав. Следующее нарушение — это превышение установленной скорости на величину более чем 40 км в час, но не более 60 км в час. Здесь тоже есть, многие путают, и отдельные граждане других граждан вводят в заблуждение, что вот туда, если ты едешь со скоростью 60 км в час, то у тебя уже сразу штраф 7500 сомов. Никоим образом. Это здесь в законе так прямо и написано: на величину более чем 40 км в час. Если водитель транспортного средства, допустим, в населенном пункте при разрешенной скорости в 60 км в час едет со скоростью 101 км в час, тогда данная норма будет применяться. И вторая часть этой статьи, это следующая, 4-я часть этой статьи, превышение скорости, это на величину более чем 60 км. Если ты в населенном пункте едешь со скоростью более 121 км в час, то будет штраф 15 тысяч сомов. Теперь следующий штраф увеличен за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, либо нарушение правил проезда перекрестков. Это в основном нарушение очередности проезда перекрестков. Если раньше предусматривал штраф 3000, сейчас 5500. Следующее нарушение — это нарушение правил обгона и маневрирования с выездом на полосу встречного движения. Вот здесь ключевым является выезд на полосу встречного движения. Это вот, если вы находитесь на своей полосе и там, знаете, по разметке дорог где-то там пересекли разметку дорог на своей полосе, это является нарушением требования разметки дорог. Там штраф не изменился. Это все связано с выездом на полосу встречного движения, если вы движетесь по встречной полосе, если вы езжаете на полосу встречного движения. Вот за данное нарушение штраф 15 тысяч сомов, раньше было 5500. Здесь необходимо отметить, что многие будут путать, я же опять повторюсь, наверное, с разметкой дорог. Это совсем другое. Если водитель транспортного средства стоп-линию переехал, это все остается прежними штрафами. Но выезжать, здесь еще надо повторить, что за двойную сплошную или разделительную линию никоим образом нельзя. За это 15 тысяч штраф. Следующее нарушение — это автохулиганство, то есть умышленные действия водителя, демонстративно нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан, сопровождаемое с нарушением правил дорожного движения. Все это штраф увеличен 2 раза. Раньше был 7500 сомов, сейчас 15 тысяч сомов. При этом часть 2 предусматривает, если данное правонарушение будет повторно в течение года совершено, то будет уже лишение на 6 месяцев. Кроме того, и последнее — это управление транспортным средством с подложным, нестандартным, либо поддельным государственным регистрационным номерным знаком. Здесь штраф предусмотрен 20 тысяч сомов, раньше было 15 тысяч. При повторности данного нарушения в течение 1 года штрафа не будет, будет лишение на 1 год. То есть мы ввели такую норму, как повторность правонарушений. Что касается лишения права управления, то лишение права управления, помимо вышеуказанных 2, это вот автохулиганство повторно и управление с подложным, нечитаемым, нестандартным или поддельным государственным номерным знаком повторно. Кроме того, еще 2 статьи предусматривают лишение права управления. Это, во-первых, оставление водителя места совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является. Раньше было 10 тысяч сомов, сейчас 6 месяцев лишения прав.
и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Здесь же надо, опять же, пояснить, что если вы в первый раз попадаетесь, то другой альтернативы, кроме как лишения права управления, нету. Как до этого было там 17,5 тысяч штраф, либо общественная работа, таких норм нет. Сейчас только лишение права управления. Кроме того, за отдельные виды нарушений, именно за грубые виды нарушений, вот эта скидка 70%, которую я ранее озвучил, что в течение месяца можно, она не предусмотрена по отдельным видам нарушений, таких как это управление транспортным средством с отсутствующим, когда вот многие наши водители убирают государственные номерные знаки, либо один убирает, либо применяет какие-то устройства, какие-то материалы, залепливает, чтобы скрыть государственный номерной знак. За это предусмотрен штраф 10 тысяч сомов, но при этом нету скидки. То есть он будет оплачивать полностью 10 тысяч сомов. Да, а также без скидки оплачивается управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления, либо передача лицу, не имеющему права управления. Кроме того, штраф 5500 полностью оплачивается за невыполнение водителем транспортного средства требования об остановке транспортного средства уполномоченным органом в сфере внутренних дел, либо в сфере транспорта. Да, зачастую бывают случаи, когда и нашим сотрудникам, и сотрудникам транспортной инспекции водитель не подчиняется. В таких случаях штраф оплачивается полностью. За превышение скорости более чем на 40 км в час и более чем на 60 км в час тоже скидки не предусмотрены. Также не предусмотрена скидка за автохулиганство, 15 тысяч сомов водитель будет обязан полностью платить. И за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии есть там моменты, когда не могут применяться лишения прав, не могут применяться, допустим, несовершеннолетний, он за рулем в нетрезвом состоянии, мы к нему не можем применить ни ареста, ни лишения права управления, у него нет прав за это, либо эти беременные женщины, инвалиды попадаются, за это предусматривается штраф 20 тысяч. Она тоже не предусматривает скидку. Также не предусматривает скидку также управление транспортным средством с тонируемыми стеклами, которые получены без разрешения. Самовольная незаконная тонировка 20 тысяч, она тоже не предусматривает скидку. Также не предусматривает скидка это допуск к управлению транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, ответственным за это, либо передача лицу, тоже 20 тысяч сомов штраф, тоже она оплачивается без скидки. Вот эти основные изменения. Кроме этого, есть еще, многих волнует вопрос пересдачи. Если я совершил 3 раза в течение года правонарушения, то я автоматически иду на пересдачу экзамена, это порождает коррупционные проявления. Отнюдь нет, то есть надо оговориться, что за 3 грубых нарушения, грубые нарушения, которые являются причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. К ним относятся, за какие нарушения 3 и более раз совершаете в течение года, и будет направление на пересдачу экзаменов. Это первое. Управление транспортным средством с соответствующим государственным номерным знаком, либо одного этого знака, или я до этого озвучивал, когда залепливают номера, применяют разные материалы, устройства, чтобы видоизменить идентификацию государственного регистрационного номера. Следующее – это невыполнение водителем транспортных средств требования об остановке транспорта, это, грубо говоря, неподчинение. Следующее – это превышение установленной скорости более чем на 40 км в час, но не более 60 км в час. Превышение установленной скорости на величину более чем 60 км в час.
Следующее нарушение – это не предоставление преимущества движения транспортных средств, включенным специальными светофильными звуковыми сигнальными устройствами. Если водитель транспортного средства не уступает дорогу скорой, автомашине скорой медицинской помощи, пожарной службы, либо также сотрудникам ГАИ, милиции. Следующее нарушение – это нарушение правил дорожного, повлекшее повреждение транспортного средства, это совершение дорожно-транспортных происшествий в течение года. Следующее нарушение – это то же самое, ДТП уже когда нанесен легкий вред здоровью. Тоже направляется на пересдачу. И последнее – это допуск к управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения, либо не имеющим права управления этим лицом, равно передача владельцам транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Если такое 3 раза будет в течение года, будет направлен на экзамен. Здесь надо еще пояснить, как они суммируются. Любые 3 нарушения, разные из этих, которые я перечислил, любые 3, они уже будут направлены на экзамен. Не будет так, что вот надо ждать, чтобы он 3 раза совершил одно и то же правонарушение, например. 3 раза он попался без номера, тогда будет направлен. Нет. Из этого перечня 3 разных и уже будет направлен на экзамен. Если есть какие-то еще вопросы, я готов ответить. Спасибо большое, что ответили на один из важных вопросов. Для тех, кто только что присоединился, у нас в прямом эфире начальник ОБДД МВД, полковник милиции Азамат Исраилов. Азамат Бакирович рассказал вкратце о новых поправках в кодексах о правонарушениях, а именно о некоторых поправках по правилам дорожного движения. И вот как раз мы хотели бы перейти к другому вопросу, а именно о коррупционных рисках, потому что ряд активистов в социальных сетях говорили о том, что данное ужесточение, данные новые правила дорожного движения, они увеличат коррупцию в сфере ГОБДД. Это так ли? Вы считаете, они правильно так считают или все-таки ошибочное это мнение? Знаете, наверное, как и в любом обществе, да, в любом обществе, коррупционные риски, они всегда есть. Их 100% исключить никто не может. Но опять же, если смотреть, насколько увеличится какое-то процентное соотношение или уровень, то я здесь хочу сказать, что именно вот эти увеличения штрафных санкций, да, увеличение по этим видам нарушений, мы обязательно посчитали, какое же они дают процентное соотношение от общего количества выявляемых нарушений. Не более 2%. Вот эти нарушения, за которые мы увеличили штрафные санкции, они составляют менее 2% от общего количества. Смотрите, с нашими сотрудниками выявляется порядка 850-900 тысяч нарушений правил дорожного движения. Если мы вот эти все виды нарушений соберем, то они будут составлять порядка 2% нарушений. Теперь, что касается принимаемых нами мер по снижению коррупционных рисков, да, нами в ближайшее время будут закуплены специальные бодикамеры, которые имеют не такие, как мы использовали до этого, более современные, скажем так, последние модификации. Они будут иметь удаленный доступ, то есть будет специальная служба, которая будет отслеживать все эти камеры, работу наших сотрудников. У него на груди будет камера, и она будет фиксировать процесс общения, обращения нашего сотрудника с гражданами. Он сам не может выключить. Более того, мы можем любого сотрудника в режиме онлайн наблюдать. Это, я думаю, в значительной степени укрепит служебную дисциплину. Кроме того, на каждой патрульной автомашину мы будем приобретать вопросы с финансированием
практически решены. Будем приобретать специальные GPS-навигаторы с видеорегистратором, то есть видеорегистрация с GPS-навигаторами. То есть видеорегистратор, она будет находиться внутри автомобиля, снимает как салон автомобиля, так и все происходящее вокруг автомашины, перед автомашиной. И также мы будем прям нормативно приказом закрепим, чтобы весь процесс обращения с гражданами проходил именно в зоне действия вот этих камер видеонаблюдения, камеры видеорегистраторов, которые находятся и перед машиной. Так что будет здесь двойной контроль, когда видеорегистраторы на патрульной автомашине, и бодикамера на груди у сотрудника будет фиксировать процесс обращения. Конечно, 100% исключить, наверное, будет немного тяжеловато, но это, я думаю, будут отдельные редкие случаи. Тем более, кроме того, знаете, поручение министра внутренних дел сейчас соответствующие оперативные службы Министерства внутренних дел проводят именно профилактические работы по выявлению тех нерадивых сотрудников. Первый результат уже есть. Мы скоро уже по ним будем принимать самые жесткие меры. Знаете, за такие проявления кодексом, дисциплинарным уставом органов внутренних дел предусмотрено такое понятие, статья как утеря доверия. И мы в связи с утерей доверия будем просто избавляться от таких сотрудников, не практиковать тут от меньшего к высшему, выговор строгий. Будем сразу же избавляться, увольнять из органов внутренних дел, либо освобождать от занимаемой должности и использовать в службах, не связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. То, я думаю, только такие меры смогут нам сейчас укрепить служебную дисциплину в рядах инспекторского состава ГОБДД. Я так понимаю, наказание также будет получать их непосредственные руководители, да? Да, как да. в последнем случае с патрульным. Лучше, да, конечно, так как именно воспитание личного состава, за воспитание личного состава несет ответственность непосредственно руководитель. А вот у нас есть вопрос уже от читателей, давайте пока мы не будем уходить от темы, его зададим. У нас вот у Осипа Мамбаев спрашивает такой вопрос: как быть, многие разметки установлены не по ГОСТу, в некоторых местах отсутствует стоп-линия, а камеры работают. Пример, на проспект Чингиза Айтматова пересекают с Горького, улица 7 апреля пересекают с Южной магистралью. Вопрос я понял. Да, действительно, в некоторых участках такие, отрицать эти проблемы нельзя, потому что действительно есть, знаете, это мы не можем ссылаться на то, что это работа должна быть мэрии или кого-то, мы проводим совместную работу. Смотрите, только за 2022 год более 14 тысяч фактов вот именно нарушений правил содержания улично-дорожной сети нами выявлено. Порядка 1000 руководителей оштрафованы. По всем этим нарушениям правил содержания улично-дорожной сети мы соответствующие предписания даем. И что касается нынешней ситуации, то в этом году мы даже ремонтные работы, ямочные работы, нанесение разметки улично-дорожной сети совместно с мэрией начали, вот буквально 3-4 дня назад начали, то есть мы намного ускорили эту работу. Обычно ждали установления теплой погоды, это начиналось в начале апреля, но мы уже, наверное, в городе ездите, видите, во многих местах идет работа. Да, если действительно разметку не видно, но камера работает, любой наш гражданин может оспорить. Прийти, оспорить, потому что идет в тех местах, где фиксируется именно по разметке дорог, да, там действительно есть
так называемой своей системы видеонаблюдения. И если действительно она стерлась, не видно, то мы, соответственно, прекратим дело производства, так как действительно по этой причине. Любой может обратиться. Спасибо большое за ответ. У нас вот еще один вопрос от читателя. Сейчас, секундочку, загружу. Касаемо нарушений со стороны спецмашин. Часто ли нарушают правила дорожного движения водители спецмашин, а именно патрульные, например, скорой помощи, либо, ну и другие машины, как там, может, ГБР, либо инкассаторы? Что касается использования транспортных средств, специальные транспортные средства, то они могут отходить от правил дорожного движения, то есть нарушать, так скажем, правила дорожного движения, если у них включены специальные световые и звуковые устройства. То есть включена мигалка, и это сопровождаемо специальным звуковым сигналом. В этом случае, да. Но сказать, что их там в общей базе так много, наверное, я не скажу так много, но что касается скорой помощи, да, действительно, бывают случаи, когда фиксируется нарушение, бывают случаи, когда и наши транспортные средства фиксируют, при этом камера не фиксирует, что у него работала группа СГУ, громко говорящее сигнальное устройство, то наши вынуждены оплачивать штраф. Есть и такие моменты. Но что касается вот именно по скорой помощи, то у меня прямо с собой даже цифры есть. Мы всегда идем навстречу, у нас комиссия рассматривает, и во многих случаях, в порядке 80-90 случаев, эти штрафы аннулируются. То есть вы идете навстречу, да? Это касается только вот автомашин скорой помощи, автомашин пожарной безопасности и автомашин, вот, зачастую наши автомашины, которые заменяются именно в момент сопровождения транспортных средств, либо когда в неотложных случаях сотрудники милиции едут на вызов, опять же с включенными проблесковыми маячками. А вот хотелось бы вот уточнить, вот касаемо больших штрафов. Вот, допустим, нам по работе мы вот иногда проверяем, приходят жалобы на некоторые машины, на действия водителей за нарушение ПДД, и в Карчеке мы видим, что за этими машинами числятся такие штрафы в размере 40 и 50 тысяч сомов. Как вот поступают с этими водителями? Как мы видим, они продолжают ездить, машины не на штрафстоянке. Знаете, вот этим законопроектом, который вступил в силу, законом, предусмотрено отстранение от управления транспортным средством водителя, если имеются штрафы более 3000 сомов и выше. Раньше было 10 тысяч сомов. По выявлению тех водителей, которые не оплачивают штрафы, да, действительно, такие проблемы были, но в настоящее время мы практически все подразделения обеспечили планшетами совместно с Генеральной прокуратурой. И фактически любой наш сотрудник может проверить штрафы. Более того, нами издано соответствующее распоряжение, когда наш сотрудник, инспектор останавливает транспортное средство, и при составлении протокола правонарушения обязательно проверяет его в РЭИ. Есть ли у него штрафы, есть ли неоплаченные штрафы. Если есть неоплаченные штрафы, превышающие сумму 3000 сомов, то автомашина автоматически выдворяется на стоянку, на штрафную стоянку. Я здесь хочу отметить, что на сегодняшний день взыскиваемость значительно возросла. По проекту «Безопасный город», именно по тем постановлениям, которые поступают владельцам транспортных средств по безопасному городу, сегодня взыскиваемость составляет порядка 85%. Если быть точными, то 84,8%. Это показатель на сегодняшнее утро.
Вы знаете, долгое время мы не могли преодолеть порог 50%, но сейчас мы стремительно идем к тому, чтобы вот эти штрафы оплачивались. Кроме того, были большие проблемы с оплатой штрафов с владельцев, которые управляют транспортным средством, иностранными государственными номерными знаками. Знаете, зачастую, когда наши автомашины с кыргызскими номерами соблюдают правила дорожного движения, стоят там на перекрестке, ждут своей очереди. Транспортные средства даже с армянскими номерами, с абхазскими номерами, с другими номерами других государств, они просто нагло нарушали правила дорожного движения в связи с тем, что их не было в базе данных. Ну, мы сейчас внесли соответствующие поправки в законодательство. Буквально эта работа буквально месяц-полтора как началась. Мы всю эту систему смогли синтегрировать с Симфаком. И сейчас за нарушения, которые допускают водители транспорта с иностранными номерами, тоже идет полная оплата. Мы за это выявляем, водворяем на платной стоянке. На сегодняшний день порядка 6 тысяч постановлений уже вручено на иностранных. Это более 6 тысячам водителей, порядка 35 тысяч постановлений уже вручено. Поэтому в этом плане и с иностранных номеров тоже идет спрос. В этом плане нам удалось, так скажем, на каком-то уровне этот вопрос решить. Спасибо за ответ. Для тех, кто только что присоединился, у нас в гостях начальник ГОБДД, полковник милиции Азамат Исраилов. Азамат Бакирович вкратце рассказал о новости, о поправках ПДД. И мы продолжаем. Пару вопросов осталось небольших, и на этом мы можем завершить наш эфир. Вот было в прошлом году ГОБДД очень яро начал бороться с нелегальными автошколами, если можно так их назвать. Вот всем было интересно, как инспектора ГОБДД, УПСМ выявляют водителей, которые не посещали автошколы, а купили права. Как это происходила процедура, можете рассказать? Конечно же, я же до этого объяснил, что порядка 90-95% дорожно-транспортных происшествий лежит человеческий фактор. То есть человеческий фактор является основой совершения дорожно-транспортных происшествий. Незнание водителями транспортных средств элементарных правил дорожного движения, пренебрежение, демонстративное нарушение правил дорожного движения, все это являлось и является, к сожалению, причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. Вот вы правильно сказали, те, кто купили права, тех, кто никогда не учился, нами была проведена огромная работа. Мы просто за нарушение правил дорожного движения, когда останавливали водителей, наши инспектора, после составления протокола правонарушений, мы на камеры мобильных телефонов проводили опрос водителей. Там несколько совершенно элементарных вопросов. Это, во-первых, когда вы получили водительское удостоверение, в какой автошколе вы обучались, период обучения, и не помните ли адрес автошколы, и не помните ли преподавателя. К сожалению, также 90-95% не знали, где обучались, когда и как получали права. Они говорят, я пришел, мне дали, и все. То есть они не то чтобы правила дорожного движения, они даже обложку этой книжки не видели. Не то чтобы содержание это правил дорожного движения. В связи с этим, был и издан этот указ, и вся работа по лицензированию автошкол и по выдаче водительских удостоверений перешла в ведение Министерства внутренних дел. А то как получалось? Лицензию выдает Министерство образования, ГПУ выдает водительское удостоверение, а Министерство внутренних дел отвечает за дорожно-транспортные происшествия.
Это сейчас работа взята, так скажем, в одни руки. И буквально за прошлый год, буквально пока все это мне передали, где-то за 8 месяцев нашими сотрудниками проведена работа. Мы полностью перепроверили все автошколы, которые находятся на территории Кыргызской республики. Из них за 8 месяцев 56 учебных заведений прекратили деятельность. Там есть в том числе 12 автошкол полностью прекратили, 21 филиал автошкол закрылись. Кроме того, мы на 90 дней прекратили деятельность автошкол. Там процедура она сама такая, сперва мы даем предупреждение, потом штрафуем, потом прекращаем деятельность на 90 дней, а потом уже передаем материал в суд для отзыва лицензий. И вот, несмотря на то, что такие длинные процедуры, нам удалось сейчас прекратить деятельность 56 учебных заведений. И у нас в основном вопрос идет, за что вы их закрываете, да, за что мы прекращаем. Ну, это только за нарушение лицензионных требований. Только за нарушение. Первое – это несоответствие лицензионным требованиям учебных заведений. Потому что элементарно во многих автошколах, да нет, даже нет плакатов по правилам дорожного движения, нет учебно-наглядных пособий, вообще нет никаких электрифицированных моделей светофорных объектов. Ну как это можно обучать без никаких схем автомашин, ну никаких плакатов. Другое нарушение – это отсутствие учебных транспортов. Просто люди просто получали лицензии, выдавали сертификаты и фактически этим занимались. Отсутствие тренажеров, отсутствие в некоторых автошколах выявлено, что отсутствие учебно-преподавательского состава, ну, не соответствует. Например, его производственные, так скажем, производственные мощности, его площадь, профессорско-преподавательский состав позволяет обучать и обеспечивать выпуск 30 курсантов. Да? Ну, эти же автошколы выпускали по 300 курсантов. Ну, нами, как только эта работа к нам перешла, ну, прям на программном уровне закрыли доступ к экзаменам. И на данный момент, вот у вас 30, вы можете выпустить только 30. Остальное просто на программном уровне не будет регистрироваться, не могут они пройти. Потом, в связи с вот этими жесткими требованиями, вы знаете, да, я, наверное, уже несколько раз говорил это, еще раз повторюсь, если до этого времени фактически 80-90% выпускников, курсантов автошкол, они успешно с первого раза сдавали экзамены, то сейчас не более 21-22%. То есть фактически получить просто так права это фактически невозможно. Да, соответствующие оперативные службы выявляют случаи, но они имеют единичный характер, такого массового нету, потому что я говорю, порядка 21-22% выпускников сдают экзамен с первого раза, остальные уже со второго по 10 раз. То есть сейчас уже, знаете, такое мнение уже образовалось, что пока не учишь, не сдашь. Но опять же, повторяемся, приходим опять же к началу нашей передачи, почему говорят, а те, которые получили, что мы с ними делать? Поэтому те, которые получили, и вот такие совершают такие грубые нарушения, но они это совершают не только случайно. Вот эти нарушения, по которым мы повысили штрафы, по которым предусмотрено лишение, и по которым нет скидки, и те нарушения, по которым мы направляем на пересдачу, это нарушения, скажем так, грубые и умышленные. Ну, невозможно случайно выехать на полосу встречного движения и по встречной полосе ехать. Или едешь за рулем, и в населенном пункте ты едешь более чем 120 км в час, и, ну, так случайно не может быть. Это все делается умышленно. Или ты специально
номера снимаешь специально. Автохулиганство ты случайно не делаешь. Ночью, в 3 часа ночи там гуляешь, устраиваешь гонки, это тоже случайно не делается. И вот по этим нарушениям мы поэтому направляем на пересдачу экзаменов. Потому что мы должны оградить общество вот именно от тех грубых нарушителей и тех, кто, скажем так, в кавычках, никогда не читали правила дорожного движения, не знакомы. Они должны будут пойти переучиться, перевоспитаться. Ну, не то, что просто элементарно научиться соблюдать правила дорожного движения и потом уже быть участником дорожного движения. Спасибо вам большое. Мы Пожалуйста. на этом хотели бы завершить наш прямой эфир. У нас сегодня в гостях был начальник ГОБДД МВД, полковник милиции Азамат Исраилов. Он ответил на очень такие острые и важные вопросы. Это ужесточение за нарушение некоторых правил дорожного движения. Спасибо вам большое, Азамат Бакирович. Пожалуйста. Надеемся, что в дальнейшем у нас будут такие же прямые эфиры.